Обманули. Преследование участников протеста в Хароге. Human Rights Watch вступилась за узбекского блогера. Душанбе. Власти решают проблему популярности мечетей. По поручению президента Таджикистана Эмомали Рахмона для расследования последних событий в Хароге и привлечения к ответственности виновных создана оперативно-следственная группа из числа сотрудников правоохранительных органов и представителей гражданского общества. Об этом сообщается в еженедельной газете МВД РТ «Конун Ваджумеа» от 9 декабря. Против некоторых виновных в массовых беспорядках возбуждено уголовное дело, ведется расследование, сообщает еженедельник МВД РТ. Специальную группу, в состав которой вошли 20 сотрудников правоохранительных ведомств и 6 представителей гражданского общества, возглавил генеральный прокурор страны Юсуф Рахмон. Руководители и члены организованной преступной группы для достижения своих преступных целей использовали случившееся как повод для сбора людей перед органами исполнительной власти Горно-Бадахшанской автономной области и города Харог, говорится в сообщении. Так как вы знаете, сейчас идет расследование со стороны Генеральной прокуратуры Республики Таджикистан. Напомним, что 25 ноября в Хароге после убийства, якобы при оказании сопротивления во время задержания силовиками местного жителя Гульбиддина Зиебекова, жители города собрались на митинг возле здания администрации, требуя провести расследование и привлечь к ответственности виновных в убийстве. При попытке разогнать митингующих силовики открыли стрельбу по мирному населению, в результате чего погибли еще 3 местных жителей. 28 ноября в ходе 10-часовых переговоров между представителями власти и комиссии из числа митингующих был подписан документ о стабилизации общественного порядка в Хароге, согласно которому власти дали гарантии, что никто из участников этих протестов за это не будет привлечен ни к уголовной, ни к административной ответственности. Этих событий, которые были с 25 по 28, процесс расследования идет. May 13, 2005. Международная правозащитная организация Human Rights Watch призвала власти Узбекистана отменить необоснованные обвинения, выдвинутые в отношении исламского блогера Фазилхаджи Арифходжаева, известного своей критикой ограничительной религиозной политики узбекского правительства, и немедленно освободить его из тюремного заключения. Об этом сообщает радио Азадлик. 28 июня этого года Фазилходжа Арифходжаев был арестован на 15 суток по обвинению в мелком хулиганстве. Арест был произведен через день после того, как у блогера в мечети Тухтабой города Ташкента произошел спор с проправительственным блогером Аброром Абдуазимовым, более известным как Аброр Мухтор, которого он назвал двуличным и вносящим своими выступлениями раздор среди жителей страны. После истечения срока административного ареста, вместо того, чтобы его освободить, на него возбудили уголовное дело, инкриминировав ему распространение в средствах массовой информации, сетях коммуникаций или интернете материалов, представляющих угрозу общественному порядку или безопасности. Поводом для преследования стал пост в Facebook от 6 марта, в котором Арифходжаев обсуждал, уместно ли мусульманину поздравлять немусульман с их религиозными праздниками. Нетрудно понять, что дело Арифходжаева никак не связано с угрозой общественной безопасности, и на самом деле это дело связано с желанием узбекских властей заглушить голос критика правительства, говорит старший исследователь HRW по Центральной Азии Мира Ритман. Адвокат блогера Сергей Майоров рассказал Human Rights Watch, что в предварительном заключении сотрудники милиции оказывали на его клиента меры психологического и физического давления, в том числе пытки. В конце сентября полиция приковала Арифходжаева наручниками к трубе и заставила его сидеть в стрессовой позе почти 12 часов, причиняя ему мучительную боль, сказал Майоров. В столице Таджикистана проходят совещания с участием представителей местных властей и правоохранительных ведомств, а также имам-хатыбов столичных мечетей. Об этом нашей редакции стало известно от собственного источника в Душанбе, пожелавшего остаться анонимным. Согласно поступившей информации, на собрании обсуждались темпы роста количества жителей столицы, посещающих мечети не только во время пятничной молитвы, но и во время ежедневных пятикратных молитв. Было озвучено, что данная тенденция очень беспокоит
делают власти страны. В ходе собрания имам-хатыбы были ознакомлены с принятыми по данному поводу решениями. Как сообщает источник, отныне ни одна махаллинская мечеть не имеет права проводить ремонтные работы в мечети, причем даже если ситуация будет аварийной, а некоторые из 140 функционирующих в черте города мечетей могут быть закрыты под предлогом нарушения правил работы. Кроме того, отныне в мечети нельзя будет заходить с сумкой, пакетом или чем-то подобным. Вместе с тем на совещании было озвучено решение об ужесточении контроля за прихожанами мечетей, в том числе посредством видеокамер. Причем особую озабоченность представители власти высказали по поводу молодежи, которая стремится в мечети, несмотря на все меры, уже предпринимаемые режимом по этому поводу. Следует заметить, что после принятия мер силовыми структурами в сотрудничестве с представителями официального духовенства по поводу роста количества прихожан мечети являются достаточно типичными для стран Центральной Азии, а также мусульманских регионов в России. Эксперты отмечают, что, как бы это парадоксально ни звучало, является обычной практикой ежемесячные встречи имама той или иной мечети с курирующим его сотрудником спецслужб с отчетом о проделанной работе по уменьшению количества прихожан и отвращению людей от соблюдения религии.